Два моих прадеда воевали на войне. Когда началась война, одному из них было 23 года, второму всего 18. Для них это лето должно быть беззаботным, долгим. У кого-то каникулы, у кого-то отпуск. Но этого не случилось. 22 июня началась война. И у молодых ребят, моих прадедов, не было другого варианта, как пойти воевать на войну. Во время войны они входили в состав отрядов партизанского движения. В подтверждение этому в нашей семье сохранились их справки из белорусского штаба партизанского движения. Мои прадеды награждены многочисленными наградами: орденом Боевого Красного Знамени, медалями за освобождение Варшавы, Берлина, Кёнигсберга. Мой прадед Николай находился в составе партизанского отряда «Неуловимые». Это довольно известная партизанская бригада, которая действовала на территории Витебской области. Она была отмечена многочисленными заслугами. И вот лично мне хотелось бы отметить такой подвиг этой бригады. В один из дней они освободили маленьких детей из детского дома, которые были оккупированы немцами. Их уже свели в дома и хотели сжечь. Но благодаря бригаде, в числе которой был и мой прадед, этих детей удалось спасти и вывести из этой территории. Для меня, как для молодого поколения, очень важно сохранить эту память, которая передавалась мне из уст моих прабабушек. К сожалению, своих прадедов я не увидела вживую, но благодаря их женам, их детей я смогла сохранить эту память. Сегодня у нас дома хранятся многочисленные награды, справки, грамоты моих прадедов, по которым я, как историк, могу сохранить эту историю, ее описать и внести в альбом. В нашей семье есть альбом памяти, который я начала вести лет, наверное, с 12-13. В этом альбоме собраны сведения, абсолютно разные сведения о моих предках: бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках, прапрабабушках, прапрадедушках. Туда мы вносим всю информацию, которую мы узнаем новую или собираем уже имеющуюся у нас информацию. И таким образом эту книгу, альбом памяти, я смогу передать своим детям, мои дети передадут своим детям. И я надеюсь, что эта память будет передаваться из поколения в поколение. И сегодня, когда остается все меньше людей, которые могут нам рассказать о тех событиях, ужасных событиях Великой Отечественной войны, мне кажется, наиболее ценным является сохранение этой памяти и ее передача.